Приветствую наших зрителей. У нас очередной выпуск рубрики «Реальные люди». Сегодня мы поговорим об активизме в Татарстане. И у нас в гостях депутат городского совета набережных Челнов Республики Татарстан и правозащитник Рузиль Мингалимов. Добрый день, Рузиль. Добрый день, Рамазан. Добрый день, зрители. У нас, я думаю, что вся страна была свидетелем того, что происходило в вашей карьере совсем недавно. Речь идет о том, что вас исключили из «Единой России», и вы стали активистом «Открытой России». И в связи с этим у нас вопрос, чем вообще отличается «Единая Россия» от «Открытой России»? Ну, во-первых, нужно сказать, «Открытая Россия» — это образовательный проект, и это общественное движение, которое не выдает никаких там членских билетов. «Единая Россия» — это все-таки партия, у которых есть члены, которые платят взносы. И нужно здесь понимать, что те или иные проекты, которые проводит «Открытая Россия» образовательного характера, каждый человек выбирает себе сам, участвовать в этих проектах или не участвовать. А что касается карьеры, которую вы отметили, это вот 2016 год, действительно, тогда я вот обратился, увидел я в интернете, что есть проект «Открытая Россия», который, по сути дела, из молодых политиков, желающих что-то сделать полезное для своего города, для своего округа, оказывалась информационная и юридическая поддержка. Тогда я был избран уже депутатом городского совета. И, по сути дела, путь вот именно становления депутата сопутствовал несколько таких моментов. До этого я работал на телеканале Челн ТВ, вел 5 лет на татарском языке новости, то есть лицо уже узнаваем в городе, люди доверяли, это раз. До этого организовал, получается, медийные проекты, можно сказать, и даже общественные проекты. Это организация летних лагерей. Всероссийский летний лагерь у нас назывался «Медиамир». Это для начинающих журналистов. И, соответственно, работал с общественными организациями, когда мы проводили различные мероприятия городского характера, и в то же время, работая уже тогда в университете преподавателем, курировал студенческим радио. Студенческое радио вещало у нас не только в университете, но и в интернете. И, соответственно, к нам приходили общественники всего города, и мы через интернет связывались и общественниками Республики Татарстан и России. Когда случился вот этот перелом? Когда вы решили обратиться в «Открытую Россию», будучи, я так понимаю, членом «Единой России»? Я бы не сказал, что это перелом. Это перелом, это взбудоражило общество. То есть мы понимаем, что как так может получиться в маленьком провинциальном городке, тем более Республика Татарстан, то, что человек, который делает карьеру, у которого все успешно, по сути дела, идет, и тут «Открытая Россия». Я же говорю, что это было в интернете. Был опубликован месседж о том, что те люди, которые хотят действительно стать акулами политики, пожалуйста, могут присоединиться в образовательный проект «Открытая Россия». И будучи в партии именно «Единой России», я, в принципе, тогда обратился. То есть, уже проработав некоторое время депутатом городского совета, я понял, что некоторые вопросы, даже большинство вопросов решаются не здесь. То есть они решаются даже не на уровне региона, а на уровне Государственной Думы, то есть на уровне Федерации. И, соответственно, запросы, до этого уже запросы направлялись и в Госсовет, и в Госдуму. Но, а почему бы нет? Почему не попробовать и почему бы не набраться опыта? Потому что в последующем будут выборы и, опять-таки, в Госсовет, и будут городские. То есть уже будет накоплен некий опыт, некий, скажем, бэкграунд. И обучен уже человек взаимодействовать как официальной властью, так и с оппозицией, неофициальной властью, и также и гражданами, жителями города Набережные Челны. Я правильно понимаю, что одним из таких мотивов для вас было то, что вы хотите немного другого региона, в котором можно было бы решать свои проблемы самим в регионе. То есть вы сейчас упомянули о том, что вы поняли, что проблемы даже городского уровня решаются на уровне федерации, и это был такой один из моментов. Действительно так. По сути дела, амбиции, желание не то что попробовать, а показать, что
молодые люди могут реализоваться и в большой политике. Я вернусь к вопросу. Я не просто так задал вопрос про разницу, принципиальную разницу между открытой и единой Россией. Дело в том, что в ходе недавнего своего интервью, вернее даже видео, основатель движения «Открытая Россия» Ходорковский говорил о федерализме в России. Это тот же вопрос, о котором вы сейчас, по большому счету, тоже говорите. Но он говорил в разрезе проблемы госязыков регионов. И меня очень удивило то, что Ходорковский сделал большой акцент на том, что да, он говорил о том, что нужно развивать региональные языки, что они должны быть представлены в тех или иных сферах. Но большой акцент он сделал на том, что нельзя допустить замещения русского языка региональным языком. В этой связи у меня вопрос. Мы же живем в определенной реальности, да? В этой реальности по сообщениям различных СМИ, экспертов, активистов, действительно есть проблема представленности региональных языков и их вообще функционирования в этих регионах. Мы знаем, что в Татарстане по Конституции оба госязыка равны. И в этих условиях, когда идет такое давление на региональные языки, основатель движения, активистом которого вы являетесь, говорит о том, что делает акцент на том, что нельзя допустить замещение русского языка региональным языком. Вы вообще знаете случаи в России, где в республике местный язык каким-то образом замещал бы русский язык? Ну, вопрос щепетильный, так как я сам живу в одной из национальных республик, это Республика Татарстан, и вот это вот, когда волна поднялась именно по языкам, не только общественность взбудоражилась, но и элита Республики Татарстан. Мы все отчетливо помним, что министр образования Республики Татарстан тогда выступил критикой, и после этого его сняли с должности министра образования. Я, в свою очередь, изначально обозначил свою позицию, что вот это вот, скажем так, приказ, постановление президента России, что это абсурд. То есть мы должны понимать, что никакого замещения в принципе никогда не было. То есть даже не было таких вот по экспертным наблюдениям, по тем материалам, которые были, статистическими, даже не было 50 на 50. И в настоящее время я, как отец двоих детей, могу уверенно сказать, что в моей республике не хватает языков по татарскому языку, и в скором времени мне придется нанимать репетитора для того, чтобы сын хотя бы на бытовом уровне знал татарский язык. А почему тогда Ходорковский говорит практически то же самое, что и власть? То есть во власти оправдывают все эти действия тем, что якобы русского языка стало меньше, есть дефицит русского языка, и как бы региональный язык, он давлеет и так далее. Собственно, поэтому у меня возникает вопрос, в чем разница между открытой Россией и единой Россией? Потому что в этом вопросе они говорят, по сути, одно и то же. Разница в том, что в открытой России каждый человек индивидуален, и у каждого есть своя точка зрения. Вот в этом все и различие. То есть у меня может быть свое мнение, у Михаила Борисовича может быть свое мнение, у других членов движения может быть свое мнение. То есть из-за того, что вы сегодня говорите не так, как считает Ходорковский, у вас проблем в открытой России не будет, я так понимаю. Как это происходило в единой России? Я думаю, что нет. Это же образовательный проект. Скажите, пожалуйста, вот я просмотрел ваши ролики, у вас их довольно много в интернете. В одном из них... Это пресс-сериалы? Да. Депутат. 2016 год, насколько я помню, ролик, в котором вы выступаете, вы говорите, что Россия — это моя страна, наша задача — вывести ее из спячки и привести к успеху. Вы до сих пор так считаете? Да.
А как вы собираетесь это сделать? Путем мирных переговоров, путем воспитания молодежи ответственности, путем не то что воспитания, путем того, чтобы они, молодежь и вот даже мое окружение, если они будут знать свои права, и если они будут гораздо образованнее, чем в настоящее время, да, то рано или поздно изменения не произойдут. Они сейчас происходят. То есть те заявления, которые поступают от той или иной оппозиции, и при должном их конструктивном, когда уже оформленным, скажем, пакетом оно поступает уже именно, может, городской совет, может быть, региональный совет, то изменения есть. К примеру, одним из таких, как примеров, можно сказать, я ездил в 2017 году в город Ульяновск. Там разговаривал с активистами, и они рассказали такую историю о том, что у них раньше была возможность, не было возможности самовыражения тех или иных общественных организаций. И один активист добился того, путем, опять-таки, переговоров, что определенный парк без согласования местной администрации могли занимать те или иные общественные организации. Соответственно, этой инициативой я выступил перед молодежью, с которыми я общаюсь. Это и, может быть, оппозиция, а может быть и, скажем, те общественные организации, которые находятся в системе. Они все, в принципе, одобрили. А зачем что-то вот постоянно вот делать вот такое вот напряжение, санкционированные митинги, там, несанкционированные там акции? И мы выбрали тогда с молодежью площадь Азатлык. Это же было озвучено и в городском, уже в комиссии, но депутаты не особо так, ну как уж так, мы же знаем, что к чему. Я говорю, ну это же по закону о митингах, по Конституции Российской Федерации. А потом пошла волна вот этих вот несанкционированных разных митингов. Волна потом судебных. Я уже как правозащитник защищал интересы активистов. И вот этот вот прецедент по всей Российской Федерации, когда такого еще не было, что один из активистов города Набережные Челны, вот его дело, Верховный суд Республики Татарстан решил, что Набережно-Челнинский суд поступил неправильно, то есть встав на сторону исполкома. Там ситуация была такая, что исполком не одобрил, по сути дела, обычный митинг. И, соответственно, исполком оштрафовали на 450 рублей. То есть вроде как сумма не маленькая, но это прецедент того, что в следующий раз, когда активисты будут заявляться, у них есть уже дело, на которое они могут ссылаться, что вот есть решение Верховного суда, вы должны нам или предоставить другую площадку, или должны санкционировать. Эта волна пошла, и вот недавно один из депутатов, кстати, из «Единой России», он же Ильдар Асхатович, он обратился уже непосредственно к этому активисту, и потом недавно он отправил письмо уже городскому совету на имя мэра города Набережные Челны о том, что надо рассмотреть такие-то площадки для того, чтобы молодежь могла, и давайте в экспериментальном порядке Республика Татарстан сделаем город Набережные Челны, чтобы была площадка, где можно было бы проводить митинги. То есть как в Европе, по сути дела. Я вот, бывает, выезжаю на различные конференции, и я же вижу, что когда тут проходят митинги, ну, митинг здесь же люди ходят, с колясками проходят, дети проходят, то есть никто никому не мешает. Высказались. И сразу же видно, что там и депутаты подходят. Это могут быть, если в Германии, это депутаты Бундестага выходят, общаются с жителями и узнают, в чем же вопрос. И эти же вопросы потом они обсуждают в комиссии. То есть вот это вот именно такие вот, если вот этот вот механизм, он заработает хотя бы на Набережных Челнах, я думаю, что от маленького может делать уже больше. Получается, Набережные Челны такой островок или оазис демократии в Татарстане. Там лучше, чем в Казани, кстати, в этом плане. Ну, вообще нужно говорить не только о Набережных Челнах, а в целом о регионе Республики Татарстан. Это все-таки как миниатюра Российской Федерации. То есть в Республике Татарстан представлена вся палитра, скажем так, политическая. Это может быть и системная позиция, и несистемная. Если системная, то это красные, да, это коммунисты России, КПРФ. А из несистемных и есть от фонда Навального. Также есть представители «Открытой России», которые проводят свои акции, свои мероприятия. Кто-то получает какие-то административные, но дальше-то движение продолжается, акции проходят. То брать именно город Набережные Челны, я думаю, что вот этот вот активизм, и подкрепленный именно юридическими
получается, успехами именно в судебном деле, то это, то, что вы говорите, что это может быть некий оазис, да, мы, по крайней мере, хотим это сделать. Продолжая тему альтернатив, есть и альтернативные не только правозащитники, но и журналисты. И в последнее время мы наблюдаем, как татарстанские телеграм-каналы очень сильно выделяются на фоне других каналов. Вот там, по большому счету, если уж выражаться, то мочат альтернативных журналистов. Почему именно в Татарстане такое происходит, а в других регионах такого нет? Ну, вообще мы должны, если говорить, это же вот медиа, свобода слова, да, свобода выражения. Свобода выражаться, по сути дела, в Татарстане дают, но в то же время, вот на мой взгляд уже как журналиста, что не хватает в нашем регионе той средств массовой информации, которая бы выделялась от других, ну, предоставила какой-то другой формат. То, что вы говорите, что в социальных сетях, непосредственно в телеграм-каналах, это все, в принципе, это формат такой. Телеграм-канал, он, по сути дела, он инкогнито, никто не знает, с кем он связан, кто там может модерировать его. И там, может быть, просто поступают какие-то, опять-таки, скажем, политические заказы. Изначально эта тенденция началась, по сути дела, в социальных сетях. То есть в социальных сетях была волна, где критика обрушилась и на руководство Республики Татарстан полностью. Это начиналось с телеграм-каналов, и вот эта вот волна шла. И сейчас есть альтернативные источники информации, которые, по сути дела, создают другое информационное поле и тем самым потихоньку переманивать себе аудиторию. Потому что сегодня важно не иметь там ареал, там, да, ряд телеканалов, ряд СМИ, ряд радиостанций. Сегодня, в принципе, все решается вот в телефоне. В телефоне постоянно приходят уведомления от тех или иных подписанных ваших каналов, и, соответственно, они формируют мировоззрение, мышление того человека, который читает ту или иную информацию. Вы как депутат задумывались над тем, как бороться с этим? Потому что, по сути, это такая... Я не знаю, журналистика ее можно назвать или нет, но она абсолютно безответственная, да, такая. Можно на кого угодно и что угодно написать. И часто это просто клевета. И как с этим бороться, что с этим делать? Ну, по сути дела, если брать с точки зрения юриспруденции, да, как юрист, то есть защищая права людей, то вы говорите сейчас просто как депутату. Депутату пока не поступит, по сути дела, обращение, он не может просто выступить инициативой, именно вот муниципальным депутатом, он не может выступить инициативой, что давайте вот это вот сделаем или что-то сделаем. То есть должен быть запрос от тех людей, на которых, например, поступил там, ну, с кем, вот вы говорите, кого-то оклеветали, то есть пишут обращение. Вот случай, например, у нас был недавно о том, что одного из активистов, он также является слесарем, в ПАО КАМАЗ, то есть это одно из крупных предприятий города Набережные Челны, и он обратился с такой просьбой о том, что на него после митинга, когда у него было задержание, и он сутки провел еще и в камере административного содержания, поступил политический заказ, так как его лишили премии. Он обратился ко мне, я, конечно же, как правозащитник сразу же направил несколько обращений в разные инстанции, то есть в первую очередь это в прокуратуру, также генеральному директору, и так как он является человеком, который платит членские взносы в профсоюз, профсоюзный комитет, ну и, конечно же, служба безопасности, ну, руководитель службы безопасности. И прокуратура отреагировала. Прокуратура, конечно, не нашла здесь никакой там политической подоплеки, но факт того, то, что были нарушены трудовые права, и то, что ему за вычетом вот этих вот 3 дней вернут премию, это уже, я считаю, что некий маленький успех к тому, что и руководство начинает понимать, что если мы делаем какое-то неправовые действия, соответственно, будет ответная реакция, и вот эта вот информационная постоянно волна, то есть поддержка информационная и юридическая поддержка оказывает положительный эффект. Перейдем к еще одной такой нашумевшей теме Татарстана, не Набережных Челнов. Мусоросжигательный завод в Осиново.
мы видим, что происходит, что очень много активистов выступают против. Власти все-таки хотят там построить этот завод. Вы в свое время, если мне не изменяет память, выступали против строительства АЭС на территории Татарстана. Как вы относитесь к МСЗ? Ну, вообще, тема мусоросжигательного завода вот, в настоящее время она обрела такую негативную окраску. То есть ее можно было бы, если действительно по уму, если делать, то ее нужно было делать более конструктивно. И можно было сделать... Я вот считаю, что ничего плохого в том, что мусоросжигательный завод, если он будет, ну, имеется, ничего плохого не вижу в том, что если есть мусоросжигательный завод. Я вижу все вот эти вот, то, что да, там выбросы, да, там это экологически, но мы же должны понимать, что все-таки находимся сейчас, живем в современном веке, и то, что если таким образом не перерабатывать мусор, что с ним делать? Мы просто утонем в этом мусоре. То есть, соответственно, должен был быть здесь создан некая комиссия, которая действительно наблюдала, что это мусоросжигательный завод, который построит, он будет действительно новым, а не разобранным. Откуда-то привезенный и таким образом функционирующий как новый завод. И, соответственно, должны были здесь доказать жителям республики о том, что все те отходы, которые приходят в мусоросжигательный завод, они действительно проходят, ну, все процедуры, которые проходят, например, те же самые в Европе. Спасибо вам за ваши интересные ответы. А я напомню, что у нас в гостях был депутат городского совета Набережных Челнов Республики Татарстан и правозащитник Рузиль Мингалимов. Я хотел бы напомнить, что вы можете смотреть наши выпуски на нашем канале idelreal.org, а также на наших страницах в соцсетях. До новых встреч!